Сергей Александрович, в мае Путиным был подписан очень важный закон об ответных мерах на недружественные действия США и других иностранных государств. Какова цель этого закона? На самом деле не мы являемся инициатором, как вы понимаете, законами о контрсанкциях. Санкции против нас были введены в 2014 году абсолютно под надуманным предлогом. Президент не единожды говорил о том, что любые санкции, тем более против такой страны, как Россия, они являются контрпродуктивными. И мы показали на самом деле, что введя ограничений против поставки тех или иных товаров в нашу страну, мы тем самым только укрепили нашу экономику. Поэтому закон о контрсанкциях – это скорее политический сигнал, в том числе и американским элитам, о том, что у нас существует единство общества, единство понимания ситуации, зачем и для чего принимаются против нас санкции. Поэтому этот закон, который дает возможность более широкие полномочия правительству выступать с инициативами, а президенту быстро и оперативно реагировать на то, чтобы вводить те или иные ограничения против товаров, поступающих в нашу страну. Ну, это вызвано, конечно, в первую очередь тем, что Соединенные Штаты Америки постоянно вводят ограничения против наших компаний. Ну, вот, например, накануне Дня России было еще дополнительно добавлено 3 российских компаний, против которых американцы ввели санкции. Как мы понимаем, эти санкции потом зеркально отражают Евросоюз и другие страны. Что в этих санкциях, что они преследуют? Ну, безусловно, любые ограничения преследуют цель дестабилизировать политическую обстановку в нашей стране. Поэтому единство всех политических партий, инициатором данного законопроекта выступил Вячеслав Викторович Володин, председатель Государственной Думы, и руководитель всех фракций, и огромное количество депутатов присоединилось. Плюс у нас было необыкновенное количество для Государственной Думы комитетов соисполнителей, порядка 8. Показали единство всех политических партий. Они представляют весь народ Российской Федерации относительно тех санкций, которые принимаются против нашей страны. Как шла работа над этим законопроектом? На самом деле, такого рода законопроекты, которые вызывают такой интерес в обществе, мы стараемся обсуждать на большом круге площадок. Во-первых, самая престижная площадка – это та площадка, которую предоставил Вячеслав Викторович Володин. То есть обсуждение именно с председателем. Мы были представители крупнейших направлений. Это и РСПП, и ТПП, и представители крупнейших компаний Российской Федерации. То есть вот на этой площадке мы обсуждали. Плюс ко всему привлекли представителей министерств и ведомств, федеральных служб, представителей государственных корпораций уже на площадку своего комитета. Комитета соисполнителей провели широкое обсуждение этого законопроекта. Он был вывешен на сайте Государственной Думы, то есть граждане могли в прямом смысле заходить на сайт Государственной Думы и комментировать данный законопроект, выражать свое мнение, вносить свои предложения. Поэтому, на самом деле, чтобы вы понимали, к моменту второго чтения законопроекта мы получили только от государственных органов и госкомпаний, и госкорпораций порядка 100 предложений. И более 300 предложений мы получили из регионов. Но надо сказать, что все субъекты Российской Федерации, которым был разослан законопроект, мы разослали рассылки все выступили в поддержку данного законопроекта. Поскольку все имеют опыт, что любые контрсанкции, которые выступает правительство Российской Федерации, в конечном итоге несут толк и пользу региону. Известно, что, в общем, довольно тяжело проходил этот законопроект. Особенно жесткой критике он подвергся со стороны бизнес-сообщества. И вот в связи с этим какие, я не знаю, изменения были внесены в этот законопроект в ходе разработки? Я бы не сказал, что со стороны бизнес-сообщества была какая-то там особо серьезная критика. Вопрос стоял на самом деле в том, что изначально в законопроекте были конкретизированы отрасли и направления, по которым Россия могла бы выступить с ответными санкциями. И, безусловно, это ставило в особый ряд и в особое направление видения по данным направлениям. Что в результате родилась какая здравая мысль? Зачем нам в законопроекте конкретизировать направления и отрасли, и промышленные предприятия, по которым могут наступить контрсанкции? Ну, допустим, как по тому же «Титану», который является основным поставщиком лопаток для двигателей компании Boeing. То есть мы заранее раскрываем карты, как мы будем отвечать. А мир сейчас очень многообразен. И экономическая, и политическая обстановка меняется практически моментально и зеркально. Поэтому мы посчитали, что будет неправильно показывать наши ответные меры и тем более прописывать их в законе, чтобы они находились у наших контрагентов, и чтобы они видели, что вот если мы примем эти меры, какие он примет против нас. Если мы примем эти меры, то как он нам ответит? И, соответственно, заранее к этому готовиться. Поэтому мы считаем, что более правильно было уйти от конкретики, но дать более широкие полномочия правительству и президенту.
для того, чтобы они оперативно, ну, практически в прямом режиме, могли отвечать на введение против нас дополнительных каких-либо санкций. Как вы считаете, а как повлияет этот закон вообще на развитие экономики в целом? Ну, во-первых, в первую очередь он необходим для того, чтобы остудить некоторые горячие головы на Западе. Поскольку надо сказать, что те санкции, которые принимаются непосредственно против нашей компании, были приняты против компании, допустим, «Русский алюминий», против компании «Ренова». Это же не против каких-то конкретных олигархов, там, и это же действует на целые отрасли промышленности. Да? Когда бьют по компании «Русский алюминий», это те направления, которые не направлены против лично Олега Дерибаски, направлены против десятков тысяч сотрудников, которые работают на предприятиях этого холдинга. Плюс ко всему, возможность остановки предприятия этого холдинга влияет на энергетиков, а это дополнительные десятки тысяч людей. То есть создается такая отраслевая цепочка, на которую воздействуют эти санкции. А конечная цель – вызвать недовольство людей, что они там потеряли работу, там, снизил их зарплату, ухудшились условия их жизни, чтобы они вышли противостоять против действующей политической власти. Вот основная цель. Но мы не стреляем себе в ногу. Мы всегда находим возможность поддержки наших отечественных предпринимателей, в том числе и их промышленных предприятий. Через госзаказ, через другие формы меры поддержки. Наверное, просчитывались меры экономической политики с точки зрения выгод и сдержек при принятии этого законопроекта? У нас есть уже опыт с точки зрения продовольственной безопасности. Вы же понимаете, да, на момент 2014 года мы хоть и вкладывались в отечественное сельское хозяйство, но таких успехов не имели даже в советские, в лучшие времена. Мы на сегодняшний момент экспорт зерна вывели по объемам выше, чем экспорт российского оружия. И надо сказать, что это пример, то, что касается сельского хозяйства, есть во всем. Мы ограничились поставками сыра и потеряли, на самом деле, западные производители, наш рынок. Но посмотрите, как в России сегодня растет сыроварение. Ну, на самом деле, какой-то бум на это. Поэтому мы используем ответные контрсанкции для усиления и оздоровления собственной экономики. По сути дела, в экономике нет направлений, к которому нельзя было привязать слово «безопасность». Продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, транспортная безопасность. Поэтому мы занимаемся укреплением собственной страны. И если она будет самодостаточной, самообеспеченной, ну, допустим, то это выгодно для всех, в том числе и для наших партнеров. Посмотрите, насколько мы сегодня обратили внимание на наших азиатских партнеров. Сегодня растет товарооборот с Китаем. И он очень приятен и удобен для всех, поскольку он сбалансирован. То есть объем поставленных товаров из Китая в Россию и из России в Китай практически является равным. В законе, конечно же, прописана и ответственность за несоблюдение. Вот скажите, пожалуйста, какова эта ответственность? Здесь вопрос то, что мы ушли в Гражданский кодекс, и сегодня этот законопроект в Государственной Думе обсуждается, поскольку есть и разные меры ответственности для физических лиц и для юридических лиц. И, безусловно, это будут штрафы. Я уверен, что никакого уголовного наказания не будет. Никто не дает и не ограничивает возможности наших граждан приобретать товары любых стран в магазинах. Вот. Но заниматься, условно говоря, те, кто занимается контрабандой, безусловно, будут штрафоваться и будут привлекаться. Но еще раз я замечу, что в данном законе мы обозначили, и это очень важно, мы ничего не ограничили. Мы, наоборот, ограничили возможность правительства выступать с инициативами, ограничить ввоз товаров, лекарств, вообще как чего бы то ни было, того, что не выпускается на территории Российской Федерации и что не может быть заменено такими же товарами из других стран. Спасибо.